утро, Эрдик Хелшин. С вами снова я, Лейла, с канала «Как-то так у Лейлы». Так, дорогие мои, захотелось мне с вами поздороваться с утра, прежде чем я что-то буду снимать, показывать для вас, да и прежде чем чем-то я начну заниматься. У нас такое холодненькое утро, но обещает быть такое солнечное, потому что солнце сходит, но с той стороны я в палисаднике, в огородике сзади, где у меня кухонька. Сейчас пойду первым делом моих маленьких, видите, кричат. Когда они кричат, им что-то нужно. Напою, накормлю перепелок и дальше начну свой день. Так, и вот я уже у своих перепелочек. Корм есть, оказывается, не было воды. Так, и вот смотрите, они у меня начали снестись. Видите? Вот здесь яичко. И вон яичко. Надо сегодня клеточку вычистить. Так, 2. Ой, мальчик. 3, 4. Вот, маленькие такие, видите, какие маленькие. Первые у них бывают такие маленькие. Потом, походу, уже начинают побольше быть. А вот здесь есть еще. Так, нет, 5 штук. 5. Сейчас напою их. Пойду дальше. Тех больших. За большими меня смотрит Дебрашка. Видите, как-то я с ними, не знаю, где мамасенькие. Такие, знаете, хорошенькие. Вот в руки возьмешь, они прям упительные. Так, ладненько. Пошли дальше. Так, мои дорогие. По-моему, это новые подписчики. Недовольны, что меня не видно. Но я не знаю, мне никогда не получается себя снимать, ставить этот штатив, чтобы меня было видно. А играшки все время некогда. Так, ну не знаю, сейчас меня видно или нет. Я как-то установила вроде бы этот штатив. Сейчас я буду делать маме кашу на завтрак. И заодно у меня остался томатный сок. Сок вряд ли вы видите, конечно. Тут у меня геркулес с сухофруктами. Одна утречка. У нас еще утро, 7:30 только. Только что звонила сестра, конечно. Это снова будет, наверное, разговор о том, сестра, не сестра. Помогают, не помогают. Но, друзья, так получается. Просто действительно. Я не хочу, чтобы она мне помогала, но она знает, что мне это надо делать, и ей это хочется. Просто я даже надоела, наверное, уже 2-3 раз об этом говорю. У моей сестры есть уже сноха, недавно сын женился, вы об этом знаете. Она, правда, работает санитаркой в больнице, но у нее 3 выходных, и она хочет мне помогать. И сегодня опять звонит: если ты зарежешь шуток, то я приеду, помогу. Я говорю: да не надо. И меня, говорю, даже подписчики недовольны, что ты мне помогаешь. И она мне говорит: при чем там подписчики? Кому какое дело, что я делаю? Я хочу помочь. А ей действительно, она очень такая, ну, хочет она что-то делать. У нее нет просто хозяйства из-за того, что она работает, и хозяйство она не может содержать, и поэтому не держит. А когда-то у нее тоже были и куры, и утки, и корова, и все было. Просто не было снохи же, и она не успевала ничего делать, поэтому брала все. Так, вот, разговаривая с вами, пока варится каша, я буду еще работать. Теперь этот сок я разложу по... Ну, у меня есть только такие. У меня были где-то силиконовые формочки, где я кексы делаю, но что-то я их не смогла найти. Девочки, наверное, куда-то мне их спрятали. И хочу еще показать, что мне подарили вчера. Вот такие вот доски. Моя дочка. Хотя я тоже боюсь говорить, что мне дочки что-то дарят, что-то говорят, почему-то бывает иногда возмущенные этим. Ну, но я хочу с вами поделиться все-таки. Мама говорит: у тебя старенькие доски. Я себе купила, и мне, и тебе говорит. Будешь, говорит, каждый, ну, тут на доске такие картинки, вот для овощей, для мяса, для рыбы. Для чего еще? И для чего-то еще, не знаю.
Вот так вот. Интересные досочки. Их надо будет сейчас, конечно, помыть мыльной водой. Но это сделаю потом. Да, напихала. Как колхозница напихала. Вот. По-моему, видно, да, видно. Ой, каша сейчас убежит. Вот видите, какие доски. Вот так вот. Ладно, пока уберу их, надо будет их помыть потом. Так, пока варится каша, как я сказала, я сделаю себе, заморожу себе этот томатный сок. Он у меня остался, друзья, после того, как я делала фаршированные перцы. Я вот такие положу для льда. Ну, потом можно будет кидать куда мне надо, в борщ или еще куда-то, куда нужно. Или в перцы, когда, или в голубцы, когда делаю. Вот так вот заморожу кубиками. А потом, когда уже замерзнет, переложу в кулечки. Вот эти формочки силиконовые, чтобы я нашла, они были бы удобные для кексов. Но что-то я их не нашла. Девочкам звонить не стала утром. Кто его знает, может спят, может там завтракают или еще что-то. Не стала их тревожить. А младшая, наверное, уже в дороге на работу. Так вот, друзья. Я насчет сестры. Все-таки сестра сегодня едет, и мы будем резать уток. Она говорит, пускай кто хочет, что хочет, тот то и говорит, но я давай быстрее их убираю, потому что действительно они едят очень много, 3-4 ведра в день у меня уходит чисто одной пшеницы, если, ну, сейчас в последнее время я их пшеницей кормлю, ячменя уже осталось мало, я ее для коровы оставила. Ну и чуть-чуть попозже у них линька, конечно, идет, весь огород у меня вперед. Линька идет большая, но чуть-чуть попозже я и гусей уберу, старших всех гусей уберу, не буду их держать. Мне кажется, все-таки невыгодно их держать. Когда у тебя нет своего, своей там пшеницы, своего корма, когда нет, вот кукурузы. Просто когда я раньше держала, у меня были свои поля, и как-то я не замечала, что они так много едят. Потому что я много лет подряд сажала кукурузу прямо гектарами. И не замечала, что так много им нужно корму. Когда свое ты же как-то не контролируешь. Ну, может, люди контролируют, а я как-то нет. Привезла машину, вывалила, и все. И как-то не жалко было. А сейчас, когда уже надо покупать, так, эта емкость все-таки лучше, поглубже она. Когда нужно покупать, все-таки это уже накладно, друзья. Вот такие у меня дела. Маме сегодня лучше. Вчера, правда, полдня провозилась с ее давлением. Не знаю, что будет. Пока утром нет, нормально. Я ее сейчас до каши. У нее есть там какие-то таблетки до еды. Дала ей таблетки до еды. Сейчас покормлю, а потом дам таблетки после еды. Наверное, к этому времени и сестра придет. Хочу еще халву сделать. У меня сестра любит халву, но не знаю, успею ли я к ее приезду нашу ингушскую халву сделать. Посмотрим, друзья. Так, ну вот эти вот ячейки я наполню и, наверное, не буду вас беспокоить пока. Мне, конечно, очень интересно с вами разговаривать. Я как будто бы, ну, у меня же нет никого дома, и брашки со мной сидеть неинтересно. А мне нужно кое-какие дела делать. С мамой тоже не всегда посидишь. Ну, вернее, не всегда, но посидеть-то посижу я, но и дела делать надо. А так я разговариваю и делаю свои дела, и у меня проходит время быстрее, и я, ну, интереснее даже, друзья, делать что-то, разговаривая с вами. Как по вашим комментариям я поняла, что вам интересно со мной разговаривать и следить за тем, что я делаю. Большое вам спасибо, я еще раз повторюсь, огромное спасибо, что
И вы вот так вот обо мне отзываетесь, и что вам интересно. Ну вот, видите? Видите? Дальше я без вас это сделаю, а потом вам покажу, друзья. Друзья, и сегодня мне Аишку привезли. Вот еле успокоила, увидела котенка. Она обычно плачет, когда приходит первое время, пока не придет в себя. Прибежала сюда за котеночком. Один, да, хотите. Да, котяточки. Маленький котеночек. Он боится. Ой, нет, все-таки убегает. Аишка, ты, мама, золотой человек. Ты, мама, человек. А куль гака хадайся? А куль хашты, мама, гака хашты? Хадар гака, хадар. Хадар гака. О, мхоздик красивая гака. Мхоздись. Ба, эндец. Фиха багёр. Жвачки? О, вот это маленькая для жвачки. Ба, энди агакай. Ха. Ба, аль, табах багырпельки. Ба, аль гакай, ба. Аль, да, детички, да, детички. Ой. Он боится, масенький. Прибежала сюда за котенком. Еле-еле этим котенком его успокоила. Его, говорю, ее. Плачет за мамкой. А вон. Сейчас он будет. Красивенький котеночек. Может, нам его в дом? А то наш кот уже старый. Чтобы была замена коту. Ну, конечно, мы кота никуда не денем, поэтому он наш любимчик. Ладно, прячется котеночек. Хотела вам Аишку показать, которая сегодня у меня будет гостить. Да, Аишка, а есть? Ты, мама, золотая. Золотой человек. Человек. Так. Аишка только не руками. Аишка бычик мехек меня. А Аишка выбирает сухофрукты. Я же бабушке сварила кашу с сухофруктами. Она не любит сухофрукты, видимо. Привезли ее, не предупредив меня. Аишка не... Бычик мехек. Да я хозиху, не Аишка. Хозиху. Хози? Бабушку мы накормили, бабушка у себя захотела поесть. Ага, не любит сухофрукты. Ну ладно, друзья, сейчас я выберу оттуда ей сухофрукты, покормлю ее. Девочки, как раз поместилась у меня сюда. Сейчас заморожу, а потом покажу вам в замороженном виде. Конечно, было бы хорошо, если бы, как я говорила, были бы одноразовые. Но ничего, и от них можно вот так вот кубиками нарезать. Я вам потом покажу. Сестра уже приехала, я говорю, вот так и так. Кому какое дело, кому я помогаю. Начала возмущаться, но я ее немного остановила. Вот, сделала яичницу ей, глазунью. Сейчас позавтракаем и начнем работать. Я хочу вот снова иду к творогу. Наверное, уже надоело со своим творогом. Но, девочки, мальчики, когда я, помните, делала творог, у меня было такой комментарий. Ну, были недовольны, что я не показала от начала и до конца, как делать творог. Но я как-то не рассчитала то, что... Ну, не знаю, короче, у меня не кулинарный влог, и как-то я не рассчитала этого, что я учу или что-то. Просто я тогда тоже ответила на тот вопрос, что вот сколько градусов вы греете молоко, чтобы оно было. Ну, не подумала, что люди действительно неопытные и не знают, что и как. Вы меня, конечно, извините, но опять-таки показывать сначала и до конца весь процесс, наверное, тоже не... Ну, покажу, пусть будет весь сначала, но вот так, коротенько, как говорится. Смотрите, но показывать не стала, как молоко ставила. Это у меня обрат. Молоко, пропущенное через сепаратор. Ну, наверное, не у всех есть сепаратор, и не все вот прям вот из домашнего молока делают творог. И просто скажу, обычное молоко, пусть будет обрат, пусть будет обычное, ну, жирное молоко. Из жирного молока, если делаешь дома, тем более вкуснее творог. Ничего я не добавляю. Был еще такой вопрос, добавляете ли вы пепсин. Пепсин я добавляю только к сыру. К творогу не добавляю пепсин. Вот я пропустила молоко, и вот в этой же кастрюле оставила, и оно у меня закисает. Ну, где-то через сутки оно закисает по-любому. Даже не сутки. Вот я сегодня вечером, например, пропустила. Уже к обеду оно у меня уже прокисшее, потому что он стоит в комнате, в обычной комнате, при комнатной температуре. Ну, часов 12-14, и оно уже вот получается вот такой вот сгусток. Ну, у кого-нибудь может быть, потому что температура у нас в комнатах по-разному у всех. Вот видите, вот так вот оно само по себе, без всяких добавок, превращается в вот такой вот сгусток.
И когда оно вот так вот хорошенечко вот прихватилось, это уже простокваша получается, мы ее ставим на огонь и так не сильно, вот прямо, ну, чуть-чуть вот так вот разбиваем. Ставим на такой не совсем медленный, чуть-чуть посильнее, чем медленный огонь, чуть-чуть. И вот так вот. Все, вот буквально раз-два я разломала этот сгусток. И все, и теперь пусть он стоит. Но периодически надо потихонечку вот так вот мешать. Я вам покажу, как я это делаю. Периодически перемешивать, пока вот не достигнет температура 40 градусов получается. Я никогда не меряю температуру, я уже понимаю по тому, как у меня сворачивается сгусток. Но кто не знает, кто делает впервые, кто не делал никогда, да, я поняла, что это трудно, конечно, кто не видел этого делать. Просто у меня все время из детства это я видела, и поэтому, ну, не рассчитала, что такое тоже может быть. Ну, вот как-то так, друзья. Вот когда уже свернется, я вам покажу. И вот, девочки, видите, молоко потихонечку согревается. Уже, видите, оно собирается вот в такие вот крупиночки, более-менее. Вот. По мере нагревания. Оно еще не полностью согрелось, оно еще должно стоять. И вот так вот понемножечку, не надо прям вот усердствовать, понемножечку, чтобы ну, равномерно разогрелось это молоко. Нужно понемножечку его вот так вот греть. Так. Так, дорогие мои, у меня сегодня, как я сказала, гости собрались, и дочка с внучкой, и сестра. Хотела сделать халву, но пока еще не успела. Но мои гости сегодня захотели хенкелош с тыквой. И вот тыкву я отварила. У меня небольшие 5 тыковок выросло в огороде. Моя дочка их увидела и говорит: ой, Майя, я хочу хенкелош. Ну, это тоже лепешки с тыквой, как говорится. Вот тыкву я отварила. Теперь вот так вот почищу от кожуры ее. Горячая. Добавлю сахар. Сделаю пюре из него. И буду делать хенкелош. Потом вам покажу. Так, тыкву я, значит, очистила. Но нам ее столько не надо будет. Вот половинку, наверное, сюда сложу. И положу в морозилку. Она вот у меня готовая, когда мне нужно будет сделать их. И брашка у меня есть. Такой хенкелош. Поэтому для него готовить не надо. А из этого я приготовлю, добавлю сахар и приготовлю. Так, а это я положу в морозилку. Я вообще осенью заготавливаю много тыквы, вот так вот складываю в кулек. Варю сначала, отвариваю. И вот такие вот кулечки складываю. И у меня до следующей весны даже бывает тыква. Просто в этом году тоже была до сих пор почти. Но у нас, когда вот был град, надолго отключили свет, и у меня в холодильнике все пропало. Поэтому пришлось выбросить. И вот летом не было у меня тыквы. Вот. Ну, тут мало, конечно. Вот такие вот пакеты, брикеты я укладываю в морозильник, и они у меня вот хранятся в любое время. Кто любит, мы, правда, не любим, никогда не добавляем в семье в кашу. Можно и добавлять в кашу, особенно в пшеную кашу. Но мы не добавляем. У нас ни я, ни дети этого не любят. Так, сейчас принесу сахар. Так, и вот добавлю сюда сахар, друзья. Сахар по вкусу. Кто любит слаще, кто слаще. Кто не любит очень сладкую, то не очень сладкую. Я знаю, что делает такие хенкелош и с обжаренным луком, но у нас никто в семье это не приветствует и не ест. Только сладкие к чаю. Так что Мадина захотела их сегодня
И сестра подхватила, да я бы тоже их поела. Вот так вот. Девочки, хоть не знаю, неприятно, приятно, опять на эту же тему. Но мы с сестрой сегодня столько поработали, если бы вы знали, аж 12 уток зарезали. Почистили, но я еще и не успела их опалить и разделать. Просто буквально полчаса тому назад мы закончили, зашли, немножко чаю попили, отдохнули. И вот я решила сделать хангуш, раз они их хотят. Вот так вот. Некоторые уточки очень хорошие, некоторые все-таки худоватые. Они линяют. Они, ну, уже, если бы еще дней 10, то пироба хорошенечко выросла, и они бы были более упитанные такие. Видно, что вместе с потерей, с линькой, они все-таки потеряли в весе. Но уже не вариант мне их больше кормить, потому что очень много едят. Почти тонна пшеницы они у меня уже съели. Наверное, даже вот за месяц-полтора. Сейчас открою масло. Все подготовлю, чтобы было как... У меня есть немножко... Ой, я думала, ну, хорошенечко подмерзла. Оставим растапливать масло на медленный огонь, чтобы потихонечку оно у меня растопилось, пока я буду делать хангуш. Аишка, Аишка. Посмотрите, что она. Мордашка какая у Аишки. Аишка, хаези мамыка, на. Не, акуль? Не, хаези? Стесняется. Мухузи, мама, мухузи. Измазалась вся в гранате. Ай, хажат птицы. Ой. Друзья, я не стала показывать, как я замешиваю тесто, потому что как я замешиваю все это тесто даже и 2, и 3 раза, по-моему, есть на моих роликах. Поэтому я его, ну, еще до того, как я, ну, за час-полтора, по-моему, уже оно у меня стоит замешанное. И оно у меня уже готово. Сейчас я начну делать хангуш наши. Мишка, ты маме золотой? Малыш, да? Золотой малыш, маме. Так. Сковороду я поставила греть. Просто 1-2 покажу, а там уже покажу готовое. Тесто красивое, такое прям податливое. Так, внизу. Что тебе, фьешь, Аишка? Тесто? Аишка, когда я что-то делаю с тестом, всегда ей нужно мое тесто. Ну, сейчас. Или аха, мама, свой. Не садись. Приучила ее всегда, когда я с тестом занимаюсь, она у меня играть с тестом. Раскатывает, что-то делает, лепит, потом надо еще жарить то, что она приготовила. Да, и потом надо еще и съесть, что она приготовила. Не перестанет, пока не съем. Приучила на свою голову. Так, дорогие мои, лепешечку надо раскатать намного, насколько возможно, потоньше. Ну, в принципе, это и на любителя. У меня, например, когда я работала в кафе, одни заказывали, чтобы они были очень сладкие, но не очень тонкие. Друзья, посетителям, конечно, нашим
надо было угождать, делать заказы, как они хотят. Во-первых, хотели, чтобы было очень быстро. Как будто бы у нас все это стоит готово. Иногда возмущались, что не очень-то быстро. Но это же все надо приготовить, подготовить. В кафе у нас сделанное не стояло. Готовых лепешек не стояло. Мы их делали каждый раз свежие. Только после заказа. Пес. А? Пес. Что-то хочет, не пойму, что. Кто не знает, я раз говорила о кафе, я была мучным поваром в кафе 3 года. Так. Так вот вырезается. Печется. Что ты хочешь, Ришка? Физ. Дорогие мои, ну я, по-моему, вернее, вы, по-моему, поняли процесс, как это все делается. Я, правда, тут муки понакидала везде. Так. Видно? Видно, Мадина? Видно. Раскиданной муки так сильно не видно. А? Раскиданной муки так сильно не видно. Не видно, да? Ну это хорошо, если так не видно. А то у меня мука по всей столешнице. Это хорошо, что не видно. Тут Аишка свою лепешку ест. Тоже вся в муке. Да, Аишка? И мои хингелы готовы, друзья. Сейчас мы их смажем маслом. Так, некоторые скажут, почему вы их не смачиваете. Я, как сказала, мы в нашей семье никогда их не смачиваем. Не знаю, что в семье моей, с моей стороны, что в семье моих, ну, по мужу. Мы никогда не смачивали лепешки. Ни лепешки, ни хингелыш. Особенно если просто сливочное масло, тем более не надо смачивать, потому что там и так находится ну, не вода, но сыворотка. Они и так мягкие. А это вообще мягкие. Видите, под крышкой они пропарились и очень мягкие. Аишка. Аишка, ты маму золотой? А? Ты? Ты золотой, маме? Нет? Ну, конечно, нет. Мамка рядом. А ты маме директор? Да? Ты хулиганка. Директор? А завтра мамка на работу уйдет. Кто будет золотой? Аишка? Маме говорит, да, мама. А ты хороший? Нет? А мы знаем, что ты не Вы хороший. хорошая девочка, да. Ничего, ничего. Мамка завтра на работу ведет. Ну, посмотрим. Как ты будешь мне на вопросы отвечать? Да? Я? Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит, да, Ишка? Ты красивый? Но сейчас прям с грязной мордашкой очень вы красивые. Ты красивый? Нет? Нет. Маме согласна. Ты плохая? Нет? А ты хороший? Тоже нет? Аишка не хорошая и не плохая, да? Так, где у нас? Честно, почему дети
любят не с игрушками играть, а обязательно с посудой. Да. Сестра, правда, уже поела, ушла. У нее сахарный диабет, она ест без масла. Вот наши хингелыш готовы. Может, кто-то в гости придет на хингелыш. Ну, на этом, друзья, я сегодня закончу. Мне теперь еще надо разделать 12 уток, обсмолить их, разделать, помыть. Еще работа часа на 2, наверное. Сестра пошла отдохнуть, хотя сказала, обязательно скажи мне, когда их будешь разделывать. Но если она заснет, конечно, я ее не позову. Хоть вы и говорите, друзья, почему она помогает, да она так рвется мне помогать, что... И даже обижается, когда я говорю, что иди отдохни, не надо. Я даже вот посуду мыла, она все рвется посуду мыть. Я говорю, да сядь ты. И потом сидит, обиделась. Ты почему ты мне ничего не разрешаешь делать? Я говорю, ну отдохни, ты же устала. А ты же тоже устала. Ну вот, друзья, короче, вот такие у нас отношения. Она рвется мне помочь. И что ты ей скажешь, она обижается. Уже категорически ей запрещать у меня тоже не получается. Она намного старше меня. Ну, просто человек хочет помочь мне. Просто у нас такие дружеские отношения. И мне кажется, это неправильно. Это не неправильно, а правильно. Ну, вот как-то так, друзья. Огромное вам спасибо всем за такие комментарии. Вы такие мне сегодня... Ну, вы вообще мне пишете хорошие комментарии. У меня прям вот читаю комментарии, и мурашки по коже. И неужели это обо мне иногда кажется. И в действительности очень-очень приятно. Огромное вам спасибо. Я еще раз повторюсь, вы просто даже не знаете, насколько для меня важны ваши комментарии, насколько мне даже на ингушском бы я как-то вам смогла объяснить, но на русском как-то не могу объяснить. Дословно перевод не передаст того, что вот я чувствую. Просто эмоции и чувства переполняют, иногда читая ваши комментарии. Комментарии мне очень приятно, что... Ну, вот так вот вам нравится то, что я делаю, то, что я вам говорю, то, что я вам показываю. Спасибо вам огромное. Спасибо, только не обижайте старые подписчики. Спасибо новым подписчикам, которые у меня появляются с каждым днем, прибавляются понемножечку. Огромное вам спасибо и старым, и новым. И если вы не обидитесь, я еще скажу на родном языке. Диария слушан, да. Дух дольше все, вот кто подписался под меня, именно, ну, ингуши, чеченцы, просто для них, поэтому захотела сказать немножко на своем родном языке. Диария слушан, да, беркат долшан, аш малил дечо, аш сугоз дахкач, деген, диария слушан, берка холшан. И, ну и все, наверное, на этом, друзья. Вот как-то так.